Это якутская лайка. Голубоглазая собака с берегов арктического побережья Якутии. Поклонники породы считают, что именно от этой собаки произошли хаски, аляскинские маламуты и вообще все лайки. Более того, они уверены, что якутская лайка – это собака, первая ставшая другом человека. Что заставило дикую собаку забыть древние инстинкты? Это и попытаются выяснить искатели в Якутии. Голубые глаза якутской лайки – одна из загадок породы. Некоторые полагают, что голубоглазие – это признак вырождения породы, следствие близкородственных связей. Упирают на то, что якутская лайка к 90-м годам прошлого века практически исчезла. Но голубые глаза у якутской лайки были всегда, и в те времена, когда собак этих на территории республики было множество. Пошли. Среди других пород домашних собак лайки являются наиболее древней ветвью. Не только ученых, но и многих любознательных людей интересовал вопрос, от каких диких предков произошли лайки, как происходило одомашнивание и, самое главное, где именно на Земле впервые человек сблизился с дикими прародичами. Палеонтолог Петр Николаевич Колосов уверен, собака была одомашнена здесь, на территории древней Якутии. Человек в Якутии появился примерно 35 тысяч лет тому назад. И он охотился на мамонтов и на спутников мамонтов. И при этом не мог не заметить, что и на этих же зверей, на этих же животных охотятся и волки. Должно быть, волки пришли сюда раньше, чем человек, чем люди, охотничьи племена. В каких-то случаях, в тяжелых условиях, где крайнего севера, где трудно добывать себе пищу, эти продукты на пропитание, человек и волк могли объединять свои возможности с охоты. Не исключено, что вот именно охота на мамонтов, на мамонтовую фауну их сближала. Возможно и такой случай, что охотник или дети охотника могли подобрать волчат, их вырастет, можно сказать, в тепличных домашних условиях, а потом отпустить их, потому что прокормить-то их, наверное, было не так просто, когда волки вырастали, становились волками. И после они вынуждены были их отпустить, и уже находясь в дикой природе, вот эти полудомашние волки, они не могли на равных конкурировать с дикими, настоящими дикими волками, которых с раннего возраста, с малых лет, материя волчицы приучали, как к себе добывать пищу. И, естественно, вот эти более слабые, менее приспособленные к диким природным условиям, волки, они в каких-то случаях, наверное, подлаживались к человеку и в какой-то мере завоевывали доверие человека-охотника. Постепенно, наверное, в течение десятилетий, очевидно, от таких вот полудомашних волков, видимо, произошли домашние собаки. Якутская лайка, она как бы на территории Якутии это самая древняя собака.
И вообще принцип ее работы заключается в том, что она должна была перевозить грузы, в то же время она должна была охотиться, в то же время она должна служить как сторожевая собака. То есть эта собака очень многофункциональная. В условиях севера, тем более вот в таких приполярных районах, смысл держать собаку, чтобы она там занималась только одним видом, ну, то есть либо охотилась, либо ездила, либо на ней можно было ездить, либо там она просто охраняет, либо она просто для души собака. Смысла такую собаку держать не было. Поэтому вот в результате длительного отбора как бы возникла вот эта порода, якутская лайка. Сколько тысяч лет ей, это неизвестно. И территория Якутии очень большая. Собак разных здесь очень много было. Но вот мы говорим сейчас вот о якутских лайках, колымо-индигетских. Их происхождение, их история очень интересна. И вот правильно вы сказали, но достаточно много в ней загадок, потому что как в таких условиях сформировалась эта порода, как она выжила, как она жила вместе с человеком. Потому что на них, безусловно, отразился, ну вот сейчас можем сказать, что след, вот как бы вот видно на них, что они образ жизни местного населения, охота, рыбалка. Никаких особых условий не надо, то есть никаких там домиков, ни теплого помещения, ничего не надо. Они живут 50 градусов, для них это абсолютно нормально. То есть ничего у них не мерзнет, им даже жарко. По характеру использования выделяют 3 группы пород: ездовые, оленегонные и охотничьи лайки. Все они отличаются друг от друга и внешним видом, и характером поведения. Породы ездовых собак отличаются крепким костяком и грубоватостью. На охоте их не используют. Оленегонных лаек правильнее называть пастушьими собаками тундровой зоны. Их применяют для пастьбы северных оленей. Охотничий инстинкт таких собак приглушен. Охотничьи лайки применяются для нахождения и добычи пушных зверей, пернатой дичи и крупного зверя. Для них характерно легкое строение костяка, азартный и темпераментный характер. Якутская лайка выбивается из общепризнанной классификации. Эти собаки совмещают в себе, казалось бы, несовместимые качества. В упряжке им надо забыть свои охотничьи инстинкты. Но когда они защищают хозяина от медведя, помогают в охоте на нерпу, гуся, песца, равных им нет. Если предположить, что в жилах якутской лайки течет волчья кровь, становится еще более непонятным, как собака с инстинктами дикого животного способна проявлять свои охранные и тем более пастушьи качества. У ученых есть и другие версии происхождения нашей таинственной собаки. Есть предположение, что домашняя собака произошла не от волка, а от дикой собаки. Мол, дикая собака отделилась от волка миллионов 30 назад. Но если это и так, то в любом случае, придя сюда, в крайний север, значит, там, где очень тяжелые условия для добывания пищи, менее, размером меньше, в общем-то, и более слабая, чем настоящий волк, дикая собака, наверное, испытывала здесь, в наших условиях, большие трудности, и она наверняка, как и одомашненная наполовину, одомашненный наполовину волк, наверное, испытывала какие-то трудности, и, наверное, она могла подлаживаться к человеку и завоевывать его доверие. Но сейчас то, что мы знаем, любая охотничья собака, которая идет на медведя,
Очень такая храбрая собака. Как только учует запах волка, так сразу поджимает хвост. Это яркое доказательство того, что, значит, такая вот домашняя собака, которая является потомком волка или дикой собаки, значит, раньше конкурировала с волками, с волком, и волк, в конце концов, их свел на нет. То есть это для домашней собаки, значит, самый такой страшный враг. И эта вот информация передавалась из поколения в поколение, значит, при помощи наследственности. То есть генетическая информация передавалась, и поэтому даже собака, никогда не видевшая волка, значит, испытывает сразу страх. Эту версию сложно опровергнуть, но также сложно и подтвердить. На территории Якутии не было найдено останков диких собак. Зато одомашненных сколько угодно. И тут искателей Якутии ждала еще одна сенсация. По общепризнанному мнению, одомашнивание собаки на Земле произошло в мезолите, эпохи переходной от палеолита к неолиту, примерно 12-15 тысяч лет назад. Раскопки, проведенные учеными-палеонтологами в Якутии, говорят о том, что на этой территории собака стала другом человека гораздо раньше. Есть, значит, раскопки, находки в отложениях определенного возраста. Значит, это вот, значит, около Красноярска, значит, находка собаки, захороненной 20,9 тысяч лет тому назад. Значит, европейские, более поздние, там 10 с небольшим, американские тоже где-то около 11 тысяч. Значит, на Камчатке 14 тысяч лет тому назад. А у нас в Среднеколымском районе, значит, в отложениях возрастом 30 тысяч лет тому назад найдены, значит, черепа домашних собак. 30 тысяч лет. Это прямое доказательство, что собаки, значит, появились в Якутии. Вообще Якутия – центр домашней собаки. Я думаю, что эта домашняя собака – это, скорее всего, лайка, и не исключено, что это якутская лайка. Многие справедливо полагают, что в теплом климате диким собакам не было никакой необходимости сближаться с человеком. Голод и холод подтолкнул этих животных к людям. Но мы по-прежнему не знаем историю происхождения якутской лайки. И правы ли те, кто утверждают, что именно якутская лайка является предком сибирских хаски? Существует предположение о том, что среди предков якутской лайки имеется не только полярный волк, но и волк обыкновенный и порода древнейших пастушьих собак, некогда обитавшая в Забайкалье. Во время переселения с южных краев на территорию современной Якутии предки народа Саха и венков привезли с собой этих собак, но они стали все больше и больше смешиваться с волчьей кровью. И в результате получилось то, что североамериканская ветвь лаек хаски является более крупной, опять же из-за притока волчьей крови. Почему? В Северной Америке даже дикие животные крупнее сибирских – лоси, медведи и отчасти оленей. В Северной Америке индейцы практически не занимались животноводством, и разве что в конце XIX века начали в Южных Штатах разводить свиней, лошадей и других мелких домашних животных. Дело в том, что скотовод является всегда врагом волка, а индейцы-охотники и земледельцы, они никогда не считали волка каким-то большим своим врагом и относились спокойно к тому, что
ихние лайки смешивались с волками. Крупный рост хаски используется даже для перетаскивания грузов небольшого размера на спине собаки. Индейцы и племена даже шьют небольшие рюкзачки для того, чтобы их вешать на спину своим собакам. Но зато наша лайка имеет другие свойства, которые отличают ее от хаски. Она более устойчива к холодам, и ее щенки имеют повышенную жизнестойкость. Ну, разумеется, и в древнейшие времена люди на обеих континентах знали о том, что их собаки имеют свои хорошие свойства, и старались их соединить при помощи взаимообмена щенками и взрослыми производителями. Для многих сейчас ездовая собака ассоциируется со словом «хаски». Вот как соотнести якутскую лайку и хаски? Считается как бы уже, общепризнанно, да, что хаски вообще, в принципе, они произошли от колымской лайки. Почему? Потому как в свое время, когда, значит, вот открылись все эти фактории по пушнине, тогда, значит, очень много собак вывозили прямо вот натурально с Колымы. Это фактически, вот есть такие данные, вывозили собак с Колымы американцы. Ну, вообще, как бы история происхождения хаски – это темная история на самом деле. Следов сибирской хаски на территории Сибири мы не найдем. Все-таки мы больше склоняемся к той версии, что хаски сибирская – это производная от 3 пород, как минимум. От чукотской, камчатской лайки и от якутской лайки. Причем чукотские и камчатские собаки, они тоже, они немножко другие по шерсти, да, они отличаются, безусловно, очень сильно как бы от якутской лайки. Якутские лайки более лохматые, но у них есть основное отличие от всех остальных. У чукотских, камчатских голубые глаза считаются браком, то есть не встречаются или встречаются крайне редко. А у якутских лаек это очень распространено. Не знаю, с чем это связано, тут тоже можно целое исследование провести, но вот у них есть вот этот голубой глаз, цвет глаза, такой же, как у хаски. В 30-х годах 20 века по всему северу Якутии насчитывалось более 1000 упряжек ездовых собак. Во всех отчетах статуправления тех времен можно найти данные, в каком районе Якутии содержатся собаки и в каком количестве. Как только появились снегоходы «Буран», в собаках отпала необходимость. Сегодня действующие упряжки на севере почти легенда. Было решено спасать породу. Впервые в Якутске голубоглазые щенки появились в конце 90-х годов. Прибыли они из села Походск Нижнеколымского улуса. Отправлял их Владимир Дьячков, энтузиаст и ценитель северных работяг. Он и начал собирать собаку у стариков из Русского Устья по заимкам Нижней Колымы. В 2000 году 11 собак прибыли в Якутск. Для кинологов это стало событием. Увидеть своими глазами настоящую северную лайку. Героическую собаку, покорившую Северный полюс. С 2001 года кинологи начали работу по подготовке стандарта на якутскую лайку. А в 2005 году ее зарегистрировали в Российской кинологической федерации. На сегодняшний день ситуация обстоит следующим образом. Официально она зарегистрирована, эта порода. Она внесена в Государственный реестр домашних животных. В 1993 году она была внесена как охотничья, ездовая и служебная порода. Вот, и такой государственный реестр есть. Вот. Потом уже в 2004 году, она зарегистрирована Российской кинологической федерацией как породная группа. Ведется работа, безусловно, рождаются щенки, стараемся заниматься именно так, чтобы не просто разведением, да, а чтобы они обязательно ездили, обязательно жили в естественных условиях. Стараемся, чтобы они и кормление у них было тоже такое естественное в основном. Мы надеемся, что будущее у них будет замечательное. Так я смотрю, сложный процесс-то, да? Да, вот здесь она интересная, у нее конструкция такая, распределяются усилия, да?
Но все равно она такая многодельная, да, скажем? Не просто там, да, веревочки. Да, да, чтобы грудную клетку не натирала. А переходы же многокилометровые получается. Наши первые собаки прибыли сюда с Походска. В Походске живут в основном юкагиры, старожилы русские и ивенки. И поэтому наши собаки приучены к ивенским командам. Потя это означает вперед, поть это направо, кух налево, а тай стоять. И то есть вот мы как их приучили, то есть они как были приучены по ивенкийским командам, так они у нас до сих пор и бегают. Потяг! Потом! Потом! Несомненно, якутская лайка – очень своеобразная порода. Первопроходцы и исследователи Арктики отмечали, что в упряжке колымская лайка, так называли эту породу прежде, свирепеет и входит в такой раж, что вставать у нее на пути не рекомендуется. Забавно, но раньше вывозимые в западные регионы Советского Союза лайки считались собаками глупыми и очень трудно поддающимися дрессировке. Причина была, однако, проста. Наши собаки всю жизнь слышали только команды на якутском или на ивенкийском языке и просто не понимали слов, произносимых на русском. Сейчас якутские лайки живут не только в западных регионах России, но и даже в Западной Германии. А что, если эта таинственная порода произошла от какого-то неизвестного еще науке предка? Ведь обнаружили же недавно на территории Якутии новый вид звероящера цинодонта, не встречавшегося доселе ни в одном уголке мира. Назвали его ксенокритозуха колосова по имени ученого, который его обнаружил. Зубы неведомой зверюшки были найдены экспедицией Петра Колосова в 2006 году. Синодонты, в общем-то, появились примерно 200 миллионов лет тому назад. И некоторые пишут, это животные с зубами, как у собаки. Это хищники, притом активные это хищники. У них значит, был волосяной покров, и, в общем-то, детеныши они кормили молоком. Вот. И от синодонта появились настоящие, в общем-то, и млекопитающие. Это показывает, значит, кровеносные сосуды в черепе, они так, как у млекопитающих, но еще там ряд, значит, те же самые зубы и так далее. Так что в очень таком отдаленном, в общем-то, прошлом синодонты, конечно, как предки настоящих млекопитающих, они, конечно, их можно считать и предками, в связи с этим предками и собак. О том, что собак в Якутии начали использовать для перевозки грузов еще в древние времена, говорят конкретные факты. В начале 90-х годов 20 века на острове Жохово, архипелаг Новосибирские острова Якутия, была обнаружена охотничья стоянка, которую обследовал петербургский археолог Владимир Петулько. Он нашел остатки нарт, собачьи упряжки и хорошо сохранившиеся кости собак. Датировки радиоуглеродным методом показали, что возраст находок лежит в интервале 7800-8000 лет. Это самая древняя стоянка в высокоширотной Арктике. Собака была культовым животным. Ее приносили в жертву и совершали другие религиозные обряды. Этнографы отмечают, что с древнейших времен вплоть до наших дней для аборигенов Севера и Дальнего Востока ездовые собаки всегда были универсальными животными. Ни одна северная экспедиция, ни один арктический поход не обходился без участия
якутской лайки. Во многом благодаря первым описаниям этнографов и исследователей мир узнал о том, как выглядит якутская лайка. Есть, опять же, как бы первые описания, такие вот уже более подробные. Это очень известный этнограф был Йоханссон, который во время проведения сибирской экспедиции в 19 веке, в конце 19 века, описал вот калмыко-индигитскую лайку. Потом вот Дмитрий Васулимова в своей книге «Лайки и охота с ними», которая вышла в 1905 году, описала тоже уже очень подробно калмыцкую вот лайку, калмыко-индигитскую лайку, и описала именно их рабочее качество и описала их внешний вид. И, исходя вот из вот этих данных и данных, которые у нас были, те собак, которые были, мы подготавливали и исторические документы, которые необходимы были, и стандарт предварительный. Племенную книгу якутской лайки мы начали вести с 99 года вместе вот со Стасом. Начали собирать, то есть по крупицам вначале, потом мы увеличивались. В результате у нас на момент регистрации породы в РКФ в 2005 году, значит, у нас было в племенной книге 100 с лишним собак. То есть вообще для кинологии, да, это уникальный случай, что при таком небольшом количестве собак нашу породу зарегистрировали как породу, как отдельную породу, потому что, то есть в РКФ, Российская кинологическая федерация, начиная вот от президента Иншакова, все сразу поняли, что собака уникальна. То есть это натуральная аборигенная собака, она ни на кого не похожа. Просто вот такое небольшое количество собак нужно было вовремя зарегистрировать в нашей кинологической федерации, чтобы сохранить ее. Есть надежда, что возродится в каком-то виде массовое практическое использование якутской лайки? Естественные условия содержания, естественное использование – это самый лучший выход на самом деле для сохранения этой породы. Потому что если мы будем просто их тут себя держать, да, грубо говоря, то пройдет какое-то время, может быть, они потеряют свои навыки, а может и не потеряют. Потому мы хотим, чтобы они жили так, как они жили многие столетия. Там на севере, в принципе, вот в Русском Устье, у них-то культура сохранилась. То есть люди оттуда приезжают, они знают, как обращаться с собакой. Да. То есть там, в принципе, это все есть. Просто уже нет поголовья собак. Да, не на чем есть. Да, даже они, в принципе, есть там и мастера, которые умеют делать нарты, те же самые. А собак нету. Якутская лайка демонстрирует железную психику. Агрессивность к людям у них считается браком. И если собака начинает бросаться на человека, что случается крайне редко, то ее выбраковывают. То есть не пускают в размножение. А в прежние времена от агрессивных собак избавлялись еще проще. Их отстреливали. Лайки должны были приносить максимум пользы при самых минимальных затратах на их содержание. И в старину, и даже сейчас во многих якутских деревнях взрослых лаек летом совершенно не кормят. Исключение делается разве что только для щенков. А взрослые собаки должны находить пропитание себе сами. Где-то поймать мышку, суслика или какого-нибудь дикого другого зверька. Но при таких суровых условиях содержания вроде бы неминуемо должна возрастать агрессивность собаки. Но почему-то это не происходит. Причиной тому является то, что агрессивность собак, лаек, планомерно уничтожали при помощи физического истребления появляющихся агрессивных и раздражительных особей. Эта практика существует и до сих пор. Например, в 2000 году в заповеднике Терпей-Тумус в Анабарском улусе местный егерь застрелил дорогостоящую кавказскую овчарку за то, что она укусила его сына. И при этом для наблюдения за этой экзекуцией были собраны все местные лайки. По мнению егеря, животные очень понятливы, и то, что они видели, они передадут каким-то, не знаю, генетическим, что ли, способом своему поколению. И действительно получается, что настоящая якутская лайка никогда не кусает ребенка, когда он причиняет ей боль. Она рычит и старается убежать, но до укуса, как правило, дело
не доходит. Именно из-за этого в старину считалось, что лайка трусливая собака и не подходит в качестве сторожевой собаки. Ну, конечно, это не совсем так, и можно сделать вывод, что человек существенно видоизменил психологический облик собаки, не тратя сил и усилий на изменение ее декоративной стороны, ее экстерьера. Существует легенда, как женщина вскормила грудью двух оставшихся после мора щенков якутской лайки. Искатели Якутии нашли подтверждение этой легенде в архиве. В обозрении экономического состояния статистики Российской империи 1849 года, составленном профессором Горловым, находим такую историю. В 1821 году сильное поветрие истребило большую часть собак на берегах Лены, Индигирки и Колымы. Так что у одного семейства осталось из 20 собак только 2 щенка. Хозяйка вскормила их своею грудью наравне с ребенком. До такой степени собак почитают необходимыми. Таким образом, 2 щенка сделались в последующем родоначальниками многочисленного поколения. Так что якутская лайка не раз была на грани вымирания и каждый раз возрождалась вновь. Ну, они не получены в результате выведения человека, как вот порода. Это все-таки более стихийное такое. Там территория огромная же в Колымском крае, и немножко местами даже могут отличаться, на самом деле, одна от другой. Покрупнее, поменьше, но это не важно, на самом деле, потому что действительно расстояния там большие, и между собой там встречались они как бы не так часто. То есть в одном месте, значит, формировался даже, может сформироваться даже какой-то один тип, тут, а в другом как бы немножко отличались. Но очень еще их, вот тоже мы можем сказать, что в течение последних, ну, сколько мы занимаемся, больше 10 лет, то есть вот конкретно наблюдаемых уже, так сказать, здесь в близости, можно сказать, что у них очень хорошее здоровье. Это тоже практически, можно сказать, что показатели того, что это не человек занимался ими, а природа, потому что болеют они крайне редко, у них очень хороший иммунитет. В документах 17 века мы находим реки Оленек, Яна, Индигирка и Колыма назывались собачьими реками. Этот термин имеет свое объяснение. В Сибири реки на северо-востоке разделяются на собачьи и оленные. На реках, богатых рыбой, легко можно заготовить юколу – вяленую рыбу для собак. Это реки собачьи. Там же, где рыбы нет или ее мало, передвигаться на собаках трудно. Там для транспорта используются олени. Это реки оленные. Служба на собачьих реках была труднее, так как было необходимо постоянно добывать корм собакам, ловить рыбу и охотиться. По всему северу вся почта и все вот грузовые перевозки, все было исключительно на собаках. У нас упряжка состоит из 10 собак пока. Раньше была традиция, значит, что передовики должны быть обязательно сильные собаки. В основном это были кобели. Но мы считаем, что собака должна быть прежде всего очень умная и пользоваться авторитетом вот в этой небольшой стае, скажем так, да. Впереди у нас всегда стоит Зита, она у нас передовик. Это очень такая умная, обученная собака. Она у нас уже ветеран, ей уже 10 лет. Она нам дала очень хороших детей. Дети точно такие же, как она, очень умные, очень сообразительные, с желанием двигаются, с желанием бегают. Ориентировочно 5-6 щенков в одном помете. Родители очень хорошие. Очень хорошо они ухаживают за своими щеночками. Вот они где-то с 7 месяцев мы их приучаем к нарте уже конкретно. То есть вот цепляем к нарте, и они бегают. Рядом с нартой бегут. А сильных собак мы, наоборот, цепляем назад. Они у нас очень сильно тянут.
Первые собаки должны быть одна умная собака, вторая должна быть очень азартная. Это у них генетически заложено. Ну вот как у охотничьих собак. Вы собаку, когда покупаете, вы идете с ней на охоту, она сама встает в стойку при виде дичи, скажем так. Вот наши собаки точно так же. Они при виде упряжки, у них начинаются вот уже такие дикие визги, крики, они хотят бегать в упряжке. Характеризуя якутский лайк, можно сказать, что только она могла в условиях продолжительной зимы, низких температур, могла появиться и существовать. Она очень жизнерадостна, очень энергична, очень вынослива. И якутская лайка – это вообще универсальный, такой азартный, очень способный, очень умный охотник. Я вообще по молоду во время отпусков много охотился и знаю, что себя представляет вот хорошая якутская лайка. Поэтому думаю, что Якутия – центр домашней собаки, и хорошо бы поставить якутский памятник якутской лайке. Об этом я уже не первый раз говорю, но памятника, в общем-то, нет. Здесь можно еще это мотивировать и тем, что ведь благодаря собаке человек здесь в условиях, вот, экстремальных условиях, человек и выжил. Не оставляет чувство, что собака это знает человека не одну сотню лет. И знает то, что человечество уже давно забыло. Несомненно, якутская лайка – это уникум. И нас еще ждет немало открытий и неожиданностей, связанных с этой породой. Можно только догадываться, какие сюрпризы готовит нам якутская лайка.